Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Вновь говорим о независимости Башкортостана, и сегодня мы поговорим о так называемых людях с выученной беспомощностью. Итак, кто это такие? Давайте вместе обсуждать. Когда мы говорим о независимости Башкортостана, то общество наше, башкирское общество, общество Республики Башкортостан, делится на три группы. Первая группа — это люди, которые верят в независимость Башкортостана, уверены в том, что все у нас получится, что Башкортостан сможет стать независимым государством, что мы достойны быть независимым государством. Они уверены в этом, они работают над этим, они своей уверенностью заражают других людей, ведут за собой. А в принципе, об этой группе все понятно, кто это такие. Есть вторая группа людей, которые не хотят независимости. Они знают, что Башкортостан сможет стать независимым государством, но они не хотят этого. Они верны России. Это так называемые верные башкирцы. Их еще можно назвать псы режима российского. Почему псы? Ну, потому что вот что говорят вот эта группа людей, что говорит эта группа людей? Они говорят о том, что мы, башкиры, всегда были в составе России, мы давали клятву быть в составе этой России, мы клялись всегда быть вместе с ней, защищать ее интересы, мы участвовали во всех войнах за эту Россию. Хотя вроде бы, да, башкиры на самом деле сами, ну, ни с кем из тех народов, с кем Россия воевала, в том числе, а значит, воевал и башкирский народ, у нас не было никаких проблем с этими народами. Так-то вот. У башкиров никогда не было никаких проблем там с поляками, не было проблем с финнами, не было проблем с украинцами, с афганцами, не было проблем с немцами, не было проблем с турками, с которыми множество раз воевала Россия. Не было у башкиров никаких с ними проблем. Мы с ними даже никогда не пересекались ни культурно, ни географически. Но мы воевали с этими народами, убивали их, сами умирали, положили несколько сот тысяч башкир в этих войнах за интересы России. Мы как те верные собаки, как верные псы, которым хозяин говорил фас, и башкиры шли на эту войну и воевали, умирали. Знаете, вот у любого человека, да, который держит свою верную собаку, пса своего, вот эта собака верна своему хозяину. И этот хозяин может ее натравить, эту собаку, на какого-нибудь агрессивного человека, который угрожает ему, там, его семье. Он может натравить эту собаку, и собака будет защищать. А он также может натравить на ребенка, на беззащитного ребенка, на беззащитную женщину, и собака все равно кинется и будет грызть этого беззащитного ребенка. Потому что он верный своему хозяину. Вот верный пес, который будет готов убить ради любого, на кого покажет. Неважно, это агрессивный человек или это беззащитный ребенок, он будет готов его убить. И вот башкиры точно такие же. Вот эти вот, про которых я говорю, верные псы, верные башкирцы. Они такие вот, точь-в-точь. Им не важно, в каком положении находится наш народ. Что мы исчезаем, ассимилируемся и так далее. Что мы бесправные абсолютно. Им без разницы. Вот они верны этому государству. Башкиры, которые служат, в основном это люди с промытыми мозгами, вот уже с внедренной вот в их мозг, вот с этой флешкой, да, с матрицей. Матрица российской государственности, матрица веры в эту Российскую империю. Они работают в структурах МВД, ФСБ, ну башкиры же тоже там есть, конечно же. Бизнес, чиновники. Ну вот типичный пример Хабиров. Вот верный башкирец, верный пес этого режима. Как он говорит? Мы башкиры, племя воинов, которые всегда воевали за интересы России. И нас все боялись и так далее. То есть он не говорит о народе, как о народ, который там пытался развиваться культурно,
строить свою государственность, быть самодостаточным, независимым государством. Нет, он говорит, что вот мы всегда, как верные собаки, воевали за эту империю. И многие так считают до сих пор. Раз мы когда-то там давали клятвы, и то не факт. Это нам российские историки так преподносят. Но вот они говорят, раз мы давали когда-то клятву, наши предки, вот они участвовали во всех войнах, значит и мы обязаны. Ни о какой независимости мы не должны думать. Мы обязаны быть в составе этой империи и верно служить ей до конца, пока не исчезнем как народ. Но к этому же все идет, мы же исчезаем как народ. Исчезает язык у нас, исчезает национальное самосознание, становится все больше манкуртов, которые считаются уже русскими башкирами себя там, или вообще просто русскими. Вот. Вот это вторая группа людей. Они, по крайней мере, понятны. Когда придет время бороться за независимость, эти люди на виду. Это наши враги, конкретные враги. Четко, с четкими целями, задачами, с идеологией, верой в единую и неделимую Россию, в том, что башкиры всегда должны быть в составе этого государства. Но есть третья группа людей, которые, вот как я их называю, люди с выученной беспомощностью. Люди, которые не верят. Они все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают и видят, что башкиры как народ исчезает. Исчезает язык, исчезает культура. Что любого башкира, который имеет свое мнение, его тут же сажают, убивают. Что у нас разграбили все природные ресурсы, выкачали практически все, что можно, убили природу, лишили всех полномочий нас, лишили образования национального. Они все это видят прекрасно, что мы находимся в печальном положении, в худшем положении, какое у нас было за все времена. Но они не верят. Они говорят, как? Как мы сможем стать независимым государством? Мы же находимся внутри России. У нас нет своей собственной армии, у нас нет своей собственной валюты. Русские нас всему научили, все нам построили, все нам дали. Вот они вот так говорят. Они не верят, мы не сможем. Я всегда удивляюсь таким людям. Такие люди меня больше всего поражают. Почему мы не сможем? Почему молдаване смогли, узбеки смогли, азербайджанцы смогли, грузины смогли, а мы не сможем? Кыргызы смогли, таджики смогли. Да, не у всех есть там успешные какие-то государства. Из бывших 15 союзных республиках, это вот только как один пример, потому что эти примеры нам близки, потому что они когда-то, эти народы, были сами недавно колонизированными, 35 лет назад всего. Они были в нашем положении, в таком же положении. Но сейчас это самодостаточное независимое государство. Да, некоторые из них являются диктатурами, некоторые из них являются авторитарными режимами, некоторые из них являются демократическими государствами. Но все они самодостаточные независимые государства со своей валютой, со своей армией, со своими правительствами. Все они заседают в ООН под своими флагами, участвуют на чемпионатах мира по футболу, по хоккею, участвуют в Олимпийских играх, встречаются с главами других государств, заключают договоры международные. Все, независимо, Таджикистан это, Узбекистан, Эстония, Литва, Беларусь, Туркменистан, Грузия, Армения, разницы нету, Казахстан. Все они ведут себя, существуют как независимые государства, самодостаточные. Почему мы не сможем? Мы что, хуже? Мы хуже молдаван? Мы хуже узбеков? Мы хуже таджиков? Нет, я уверен. У нас все для этого есть. У нас есть правительство. У нас есть вообще у нас есть 3 ветви власти, да? Законодательная, исполнительная, судебная, которые работают, функционируют. У нас есть свой парламент. У нас есть свои ученые, элита. У нас есть хорошая промышленность. Все у нас есть для того, чтобы зажить как независимое государство.
И когда наступит крах этого режима, нужно будет просто действовать, как действовали наши предки 100 лет назад. Наша Ата-Бабалар. 100 лет назад, когда рухнула Российская империя, наши башкиры не сидели и не думали: ах, у нас ничего не получится, давайте мы не будем ничего делать, потому что мы ничего не умеем, потому что мы боимся. Нет, они взяли ответственность за судьбу башкирского народа и создали республику. На тот момент из ближайших к нам народов, проживающих рядом с нами народов, только два народа смогли создать республики. Это башкиры и казахи. У казахов Аваш-Орда, у нас Башкортостан. Я не говорю о тех народах, которые там подальше от нас жили. Там азербайджанцы смогли создать свою республику. Горская республика была, Украина, Финляндия, Польша. Я не говорю. Я говорю про те народы, которые живут рядом с нами. Два народа только смогли. Башкиры и казахи. У остальных были свои проекты, такие как Идель-Урал, например. Но они не смогли реализоваться. Почему? Ну, не знаю. Возможно, лидеры не верили в свои проекты. А башкиры верили и смогли создать эффективное государство, эффективную республику со своей армией. И никто нам денег не давал на эту армию. Никто не пришел и не сказал: вот вам денежки, создайте свою армию. Нет, сами создали, сами объявили мобилизацию, люди сами шли в эту армию, нашли деньги на вооружение. Заки Валиди ездил к чехам, договаривался с ними, чтобы они дали оружие. В своих воспоминаниях у него есть такой момент, он говорит, что они захватили один виноводочный завод, взяли оттуда водку, продали ее русским и на вырученные деньги купили оружие для своей армии. И была серьезная армия в 15 тысяч штыков, полностью экипированная, вооруженная, со знаками различия. Своя форма была. Было свое правительство с различными отделами, финансовый отдел, отдел налогов, своя полиция была, духовный свой отдел был. Все было, в целом самое настоящее государство было. И да, мы верили, наши предки верили в то, что они делают. И не было никакого опыта у них, опыта государственности не было. Не было на кого посмотреть, взять с кого пример. Действовали наугад, на ощупь, ошибались где-то. Но они верили в то, что они делали, и смогли создать. Метались между красными и белыми только ради того, чтобы сохранить то, что они сделали. И было это, еще раз говорю, это была эффективная республика. У нас было спокойствие внутри республики. У нас не действовали банды красных, которые отнимали у населения продукты питания, так называемая продразверстка. У нас этого не было. И соседние уезды, которые располагались рядом с нашей республикой, посылали делегатов к правительству Башкортостана с просьбой, чтобы их приняли в состав Башкортостана, потому что у нас было хорошо, у нас было спокойно, у нас была частная собственность, у нас зажиточные крестьяне спокойно жили, развивались. Все у нас было, мы нормальное было государство. Да, потом пришлось пойти на соглашение с красными, только ради того, чтобы сохранить эту республику. Потому что белый, Колчак конкретно, издал приказ о том, что все национальные республики распускаются, а национальные правительства арестовываются, все армии распускаются. И башкиры, конечно, не хотели терять то, что они уже создали, что так эффективно работало. И они вынуждены были пойти на соглашение с красными. Да, красные потом обманули, но республика сохранилась. То есть люди, которые никогда не имели опыта государственности, смогли создать эффективную республику. Это наши предки, это мы, башкиры. Почему 100 лет назад башкиры смогли создать государственность, почему мы сейчас не сможем? У нас, еще раз говорю, все для этого есть. У нас есть свой парламент, депутаты. Да, они там не избранные, конечно же. Они ставленники все практически. Но факт в том, что есть история республики, история парламента. У нас есть министерство,
И нам уже не надо, допустим, как тем же самым республикам, бывшим союзным, переходить с плановой экономики советской на рыночную. У них было тяжело, они переходили во многом. Тогда было сложно все это делать, потому что не было опыта. У нас сейчас все есть, у нас есть бизнес, у нас экономика рыночная. И мы очень быстро восстановимся, очень быстро. Потому что есть рядом государства, которые нам родственные, которые нам помогут, я в этом уверен. Казахстан поможет, Турция поможет, Узбекистан поможет, Азербайджан поможет, Украина поможет, Балтийские страны помогут. Международные валютные фонды дадут нам кредиты для развития экономики, для поддержания нашей экономики и развития ее. Международные различные корпорации, фирмы, компании начнут пытаться к нам сюда войти, чтобы открывать свой бизнес, строить здесь заводы, предприятия. И мы уже сами будем решать, кому открывать у нас предприятия, а кому нет. Кому давать доступ к нашему рынку, кому нет. Сами будем решать. Без русских, без Москвы. Я уверен, что у нас все это получится. У нас умные люди, образованные люди. У нас много ученых, много бизнесменов. Главное только верить. Вера, вот это залог успеха. Да, мы, возможно, где-то будем ошибаться, где-то спотыкаться, где-то, возможно, придется сражаться за свою независимость, за свою свободу. Показать характер, показать силу, стойкость. Возможно и так. Никто не говорит, что будет легко. Не факт, что получится, как в 91 году, и нам и людям во многим просто независимость свалится на голову. Придется, возможно, сражаться за нее. Но по-другому никак. Или мы исчезнем, как народ, в составе этой империи, доверившись вот этой первой группе людей, про которую я сказал, которая говорит о том, что нам не нужна независимость, что мы должны быть вечно с русскими, потому что мы верные псы этой Российской империи. Вот либо мы с ними останемся, и тогда башкирский народ исчезнет, потому что он уже исчезает. Либо мы сделаем шаг к независимости и станем независимым государством. Самое главное сделать первый шаг. Самое главное решиться на это. Самое главное поверить в независимость. На этом все. Хау болыңыз, құрметті милләттәшләр. Осы шагат